Фонд Национальной библиотеки Коми пополнится новыми иностранными изданиями. На этот раз в рамках международного обмена к нам поступило больше 20 книг на азербайджанском языке. В рамках проекта «Русский язык как неродной» в ближайшее время ожидается поступление белорусских и армянских авторов. Евгения Кладкевич прониклась зарубежной классикой. Кусочек своей родины, живущие в республике азербайджанцы, впредь могут увидеть сквозь призму художественной литературы. Национальная библиотека Коми восстановила регулярный международный обмен книгами. Одним из первых на полке Коми книгохранилища свои издания отправил Азербайджан. Мы сейчас ожидаем посылку из Беларуси и ожидаем посылку из Армении. Есть некоторые сложности, опять же, с доставкой, с пересылкой. Вот, к примеру, с Арменией мы договорились, что книгообмен у нас произойдет именно с Аказии, так скажем. То есть, если есть возможность с кем-то отправить и получить, мы так и поступим. Наша библиотека, в свою очередь, отсылает издания в ответ. Самый востребованный жанр за рубежом – коми-фольклор. Самые читаемые авторы – Иван Куратов и Петерим Сорокин. Интерес к иностранной литературе в нацбиблиотеке проявляют не только представители других государств, но и сами коми-жители. Мне нравится, допустим, турецкий сериал, мне нравятся восточные сказки, мне нравятся книги, но это я все читаю на русском языке. Да? Вот. Была бы, конечно, возможность знать иностранные языки, в том числе азербайджанский, то, естественно, я бы воспользовалась данными книгами и с удовольствием бы их прочитала на языке оригинала. Книгообмен в нацбиблиотеке – практика давно опробованная. Издания из Японии, Норвегии и стран Европы поступали к нам еще в 90-е. С развалом Союза обмен сошел практически на нет. Тем не менее, посылки хоть и редко, но приходили. Сотрудничество с немецким университетом, например, пополнило фонд нацбиблиотеки биографией Гутенберга на немецком языке, фотокнигой с изображением Германии 40-х годов, а также вот таким сборником стихов японского поэта. Фонд эксклюзивных изданий, недоступный для чтения на дому, хранит редкие восточные книги. История шанхайской оперы, изображения на рисовой бумаге, специально сделаны для коми-читателей. Эти книги всегда представляются. Они показываются наряду с редким фондом, потому что у нас еще есть редкий фонд книг на иностранных языках, около 1000 экземпляров, с 18 века, например, книги. Поэтому мы эти книги тоже представляем, даем потрогать, конечно, очень аккуратно, потому что это все-таки ценность большая для нас. В Российской Федерации вот такой проект, мне кажется, он является своеобразной такой изюминкой, он является уникальным. Мы знаем, что в 100 лет республики у нас проживает более 120 национальностей, да, и, конечно же, очень важно, чтобы люди, которые проживают на территории Республики Коми, могли не забывать свою культуру, свою историю, читать книги на родном языке. Точно так же, как и литература Республики Коми уезжает в эти государства, где также, я надеюсь, проживают выходцы из Республики Коми, которые также могут воспользоваться и читать литературу на родном языке. Запрос на книгообмен отправлен нацбиблиотекой также в Украину, Грузию, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Молдову. Расширять границы Коми намерена из поддержки библиотеки иностранной литературы в Москве. В планах в честь столетия региона заключить с ней сотрудничество. Благодаря этому, надеются сотрудники, обмен станет возможен даже с Австралией. Евгения Кладкевич, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.